Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. По личным консультациям обращаемся по номеру в описании. Сегодня мы смотрим, о чем же он подумал, девочки, когда сегодня проснулся, да? Посмотрим, кто к нам сегодня пришел на сигнификацию. Мгм. Ну, у нас первый выходит священник, иерофант. Возможно, это чей-то муж, возможно, бывший муж или мужчина, с которым вы расстались, но он сейчас находится в официальных отношениях, либо они к тому близятся. Мужчина, вы знаете, такой, с которым всем хорошо. Вот у него всегда полный дом, полная чаша. Очень быстро принимает решения, всегда в его жизни очень много активных каких-то действий, никогда не сидит на месте. Обычно такие мужчины все-таки имеют несколько женщин, потому что, сами понимаете, активный образ жизни дает о себе знать. Но что-то у него с деньгами всегда не ладится. То есть все, что он ждет, что исполнится, да, какие-то его желания, они исполняются не всегда, особенно в материальном плане. Но мужчина довольно хитрый, мужчина, который привык, что все как-то под него подстраиваются, что он может на любого человека повлиять в своей жизни, на любую женщину. То есть такой манипулятор, да. Вполне возможно, что есть какие-то и зависимости у него, потому что у нас все-таки кубки идут на чувственные какие-то проявления души. Даже бывает, что и зависимый человек может быть вполне себе. Девочки, смотрите, кому подходит, кому не подходит. Пишите в комментариях, я все прочитаю. Мгм. Ну, человек, причем сам по себе одинокий. То есть он может находиться с кем-то в отношениях, но всегда он как-то больше в себе. Он не нуждается в каких-то глубоких, да, отношениях. У него всегда все поверхностно, потому что он все-таки аркан-отшельник. Также это может быть, что вы сейчас на расстоянии, либо расстались. То есть есть какие-то моменты, когда, знаете, не всегда ему требуется второй человек, да, для жизни. И все-таки что у нас получается, да, с вами сегодня? Мгм. Но человек, вы знаете, находится сейчас в какой-то ситуации закрытой, да, не может определиться, не может принять решение. Возможно, это связано с тем, что он хочет к вам вернуться, но он видит, что у вас еще есть поклонники, потому что у нас два пажа выходят, да, паж мечей и паж жезлов. При этом у него была, возможно, какая-то больная любовь, да, больные отношения. То есть он сейчас даже к новым-то сильно и не был готов. Но опять же вопрос, почему он вступил в брак тогда. Ну, вы сами знаете, мужчины иногда на эмоциях могут сделать что угодно, поэтому все может быть. А человек очень такой чувствительный. Вот несмотря на то, что он и привык к какому-то праздному образу жизни, да, то, что он никогда серьезно, в принципе, никому не относился. То есть он мог жениться, он мог что-то обещать, но вот даже по семерке пентаклей все равно этот человек, который, знаете, вы от него будете все время что-то ждать, но вы никогда не дождетесь. Плюс он еще манипулятор, да. Но все карты говорят о том, что в себе человек достаточно неуверенный, потому что всегда не может принять решение по двойке мечей. Вот особенно сейчас, да, такая ситуация. Возможно, у него идут какие-то дела с детьми, что-то он не может с ними, может быть, как-то общаться. Может быть, и у той, и у другой стороны у него есть дети, да, двух женщин, но он не может с ними как-то продолжать общение, да, возможно, запрещают, возможно, не успел наладить, да, какие-то связи, отношения. Также у нас все-таки аркан смерть идет, вы знаете, это люди, опять же, достаточно решительные, то есть они могут закрыть дверь в любой момент, да, в любые отношения. Нету такой привязки, вот опять же, я не вижу никому. Чувства могут быть чувства, может быть, у него была женщина, которая ранила его, да, за сердце, но он, в принципе, и один может существовать, да, по аркану отшельника. Но вы знаете, сейчас с него все-таки требуют, наверное, деньги, скорее всего, потому что идут пажи, это могут быть дети, да, требуют деньги, потому что идет королева Пентаклей, идет аркан смерти, тоже может быть еще какие-то разборки с документами, с деньгами. Смотрите, сходится, не сходится у вас, девочки, да, по раскладу. Также есть перспектива. Он все-таки думает, что у него были отношения, в которых он сильно по девятке жезлов поранился, да, можно так сказать. То есть по девятке жезлов у него, скорее всего, были отношения довольно тяжелые, в которых он пострадал морально, да, возможно, это были вы, девочки, скорее всего. То есть сильно ранили сердце ему, сильно ранили самолюбие, и теперь ему тяжело в любых отношениях. Даже сейчас, если они есть, да, и даже если серьезные, он все равно частично еще одной ногой с вами, потому что он вспоминает, сколько он потратил денег, сил, желания, чтобы с вами быть, да, долго настраивался на вас. И сейчас даже в новых отношениях он все равно вспоминает свою королеву Пентаклей. Он все равно стремится обратно, да, можно так сказать. Тоже у него там за разборки, да, с женами, с детьми. Давайте смотреть более подробно. Ага.
Но опять же, если человек не уверенный в себе, он всегда будет туда-сюда прыгать, девочки. Он никогда не будет ни с вами, ни с другой женщиной. Он всегда будет одной ногой здесь, другой там, да, то есть учитываем еще психологический фактор человека. Как бы вы ему не нравились, еще тем более по аркану отшельник, он будет стремиться все-таки к одиночеству, чтобы сильно никому не привязываться. Но все-таки я тут вижу по тройке мечей, что была у него какая-то болезненная ситуация с женщиной, как я и сказала. Сейчас она вот дает о себе знать, да, даже в новых отношениях, то, что он все время борется, он борется со второй половиной, он хочет быть главным, хочет быть сильнее, да, своей половинки, хочет ей всегда показать свою холодность, да, по королю мечей. Даже я могу сказать, что у него в новых отношениях-то и нет такой страсти по умеренности, да, то есть я не вижу здесь даже каких-то интимных, да, отношений. Опять же, у нас по колеснице все-таки человек двойственный. Вот опять же то, что я вам говорила, да, одной ногой здесь, другой там. Также вижу, все-таки есть чувство еще к другой женщине, есть. Ой, если королева Пентакли у нас выдавала, это более практичная женщина, более такая, не думающая только одним местом, да, не думающая только сердцем, она больше практично смотрит на жизнь, с кем ей выгоднее, с кем ей удобней. Здесь еще показывает королеву кубков, мои хорошие. Все-таки эта женщина более подвластная чувствам, она всегда в семье, всегда с детьми. Возможно, это вас показывает, девочки, опять же, кому подходит, да, характеристика. Женщина достаточно много пребывает в иллюзиях, но при этом она страстная, при этом, вот опять же, она все время не может определиться, что ей нужно, да, по семерке Пентакли, то есть у вас вот есть вот этот общий с ним момент, вы сами не знаете, что вам нужно, поэтому никогда не можете до конца сойтись, сходитесь, расходитесь, да, по колеснице, при этом есть у него, конечно, к вам желание еще, да, по тузу жезлов, то есть это всегда сильное мужское желание в вашу сторону, видите, даже в новых отношениях он вас не забыл. Знаете, что я вам хочу сказать, девочки, все-таки идет аркан Луна. Это либо то, что он скучает, да, по вам, переживает, это очень сильные переживания обычно, да, у нас идут по Луне. Ой, что у нас тут показывает? Ну, это полная жизнь, девочки. Смотрите, тут еще может быть такой момент, что она все-таки его где-то привораживает. Может быть такое, потому что у нас идет четверка мечей, когда человек не может принять выбор, вот опять же, он просто закрывается в себе и вот либо болеет, либо что-то с ним происходит. И по Луне могла сделать приворот, потому что, смотрите, у нас тут идет человек с перевязанной головой по девятке жезлов, вполне могла приворожить, потому что дальше у нас идет карта денег. Тут как бы, ну, понятно, что у нее чисто материальный интерес, да, в отношениях сейчас по девятке пентаклей. Если это даже женщина показывает, она эгоистичная, она опять же больше зациклена на себе. То есть ей эти отношения нужны только для какой-то материальной, да, подпитки. И какие-то у нас тайны идут, опять же. Она очень много от него скрывает. Возможно, также какие-то измены, возможно, что-то, какие-то денежные махинации, да, это все может быть, девочки. Смотрите по ситуации. Так, посмотрим, что все-таки она скрывает, да? Что она может скрывать? Ну вот опять же, тут какие-то бывшие мужья. Вот я вижу, что что-то с бывшими мужьями у нее, что-то там, какие-то махинации. Ой, опять у нас девятка жезлов. Ну, слушайте, мои хорошие, тут, конечно, полный кошмар. Она очень многое скрывает от него. Тут одни манипуляции, знаете, одни манипуляции, привязка очень сильная делалась, да, на него по восьмерке мечей, потому что это когда человек просто, ну, не может от нее никуда деться. Вот она его привязала, и вот он по восьмерке мечей вот так вот связанный стоит. Ну, это жесть, конечно, девочки. Опять же, вот какой-то бывший тут еще ее человек фигурирует в жизни. То есть он как-то либо вмешивается, либо ее настраивает как-то, чтобы она его, может быть, как-то обманывала, да, может быть, какие-то деньги она через него проворачивает, опять же. Угу. Ну вот у нас даже, видите, какая карта попала совершенно случайно. Вот опять же человека с прошлого. То есть это человек из ее прошлого, который как-то влияет на их отношения. Изначально все-таки она была тайная женщина у мужчины, да, на которого мы гадаем. Изначально она была тайная женщина. Потому что все-таки жрица у нас тайная выходит на любовниц, либо на тех, кто желает получить, да, вашего мужчину. Тем более у нас, видите, тут идет король кубков. По восьмерке пентаклей она всячески добивалась, да, своего. Но вот опять же у нее не все получилось, я вам хочу сказать. То есть тут не все еще потеряно.
Видимо, из прошлого смотрите, какая была женщина у него, кто-то вот из них. Либо, может быть, познакомились где-то на отдыхе, где-то вот в таких местах не рядом с вами, да, то есть это не близкий вам была она, не подруга, не близкий человек, но вот что-то где-то их свела, да. Судьба, ну не судьба, конечно, но сами понимаете. Так что была она тайная женщина изначально, либо, может быть, что-то привораживала, уже нашла с какими-то магическими, да, с магическими ритуальчиками, да. То есть она уже шла конкретно с намерениями завладеть этим мужчиной, королем кубков, да, с которым вот она сейчас в отношениях. Все было сделано для того, потому что восьмерка пентаклей у нас на работу, на какие-то активные действия. Возможно, они коллеги, кстати. Да, сейчас я как-то подумала. Возможно, они коллеги. И причем быстро их отношения, кстати, завязались, очень быстро. Он долго был на выборе, вот опять же по аркану влюбленные. Ну, конечно, он долго сомневался, тем более, когда у него с этой стали развиваться отношения, да, очень быстро. Все равно же мужчины, они быстро ничего делать не любят. И тут он видит, что его как-то быстро подводят. Скорее всего, слушайте, мои хорошие, они живут в гражданском браке сейчас. Вот я вижу это конкретно. То есть они либо встречаются 2-3 раза в неделю, то есть это встречи, ну, не совсем частые, но они часто видятся. Либо гражданский брак. Но вы знаете, это брак такой не очень как бы благоприятный, вот опять же. О, девочки, может быть, она даже и вдова. Может быть, у нее был какой-то мужчина, да, и она была еще и вдовой, потому что у нас есть такая карта, да, выходит пятерка кубков. Но в любом случае, они живут вместе, девочки, они живут вместе. Он к ней, как вы знаете, так относится не очень серьезно. Вот как ни странно, да, по рыцарю кубков все-таки здесь не все так благоприятно. Тем более тройка пентаклей, вы знаете, это может быть так проигрываться, что они сейчас на каком-то обучении находятся, кто-то чему-то обучается, либо новую профессию получает, либо какие-то люди могут даже вмешиваться. Какие-то люди вмешиваются, наговаривают, что не возвращайся в ту семью, да, тебе здесь хорошо, да, могут как-то себя вести. Но он уже стремится как-то уйти оттуда. Потому что шут у нас всегда идет на что-то новое, да, на новые какие-то дороги, на новые какие-то предложения. Возможно, даже к вам вот опять же хочет вернуться, да, потому что идет все-таки у нас мужчина такой, знаете, который не любит отпускать. Вот он и держать рядом не любит, и отпускать не любит, да, девочки. Тут даже какая-то страсть вот опять же выходит. Но у него, знаете, у него есть иллюзии по поводу ваших отношений. Он думает, что он сейчас вернется, и все будет как раньше. Вы как раньше будете о нем заботиться по королеве кубков, да, будете всячески ему все прощать, будете как-то его стараться радовать, да, каждый день, может быть, как-то готовить, стирать, в общем, вся бытовуха, любые какие-то проявления заботы, вот он понимает, что вот он сейчас вернется, и вы будете так себя вести, девочки. А вам так нельзя себя вести, потому что иначе он будет и там, и здесь. Вам надо поставить вопрос ребром, да, как говорят. Давайте мы еще на аркане другом быстренько посмотрим, что у него, какие намерения сейчас к вам все-таки вернется, не вернется. Ну, Луна у нас это, конечно, то, что он будет сомневаться. Он будет сомневаться, на него будет вот это вот магическое воздействие, да, то есть не сразу, но вам надо самим проявить инициативу, девочки. Вам надо проявлять инициативу, потому что та женщина, она тоже не будет бездействовать. И вам это надо хорошо понимать. Но страсть, девочки, все-таки страсть у него к вам сохранилась, это самое главное. Семья, то есть он все равно будет стараться как-то, да, вернуться в свою семью, в свою первоначальную семью, потому что все-таки с вами у него были хорошие отношения, все-таки с вами было то, что ему не дают сейчас в другой семье. Поэтому, девочки, все в ваших руках. На этом я с вами прощаюсь. По личной консультации обращаемся в комментариях по номеру. Я вас всех жду. Пишите комментарии. Всех люблю.